Каусыря Мавлетбаева живет по соседству с той квартирой, где случилась трагедия. С 9-го этажа в одном из домов на улице Рената Галеева упала полуторагодовалая девочка. Когда узнала, что произошло, говорит, не поверила. Семья, где погиб ребенок, переехала сюда в апреле. Они снимали двухкомнатную квартиру. Жалко, как даже слова не могу подбирать. Но иногда вот по лифту вижу уже, редко хожу, я уже неделю один раз выхожу. Лежащего на земле малыша увидели прохожие. Они вызвали экстренные службы. Когда приехали спасатели, выяснилось, в квартире были еще два маленьких ребенка, 4 и 6 лет. Они стояли у открытого окна. Дома взрослых не оказалось. С окна смотрели с балкона, как МЧС поднимался по лестнице и остальных детей. Нам постучала соседка с 9-го этажа. Спросила, у вас есть в доме дети? Мы не можем найти людей. Из ряда вон мне даже во сне приснилась внучка, 2,5 года у нас. Такой страшный сон, я даже хочу никому не рассказывать его. Я под впечатлением вообще всю ночь не спала. Здесь же много съемных. Здесь всех не запомните. Чуть позже родители вернулись домой. По словам правоохранителей, молодая семья месяц назад переехала из Узбекистана. На миграционном учете не состояла. В этот день оставили 3 детей без присмотра, хотя их мама считается безработной. Следователи не исключают, она могла подрабатывать неофициально. По следам трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Накануне было принято решение об изъятии малышей из семьи. Сейчас они находятся в социальном приюте. Несовершеннолетние дети были помещены в Альметьевскую городскую больницу. Врачами больницы был проведен осмотр. На время следственных действий было принято решение детей поместить в социальный приют Аксубаевского муниципального района. В настоящее время прокуратура города проводится проверка полноты действий всех органов профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будет дана принципиальная мера прокурорского реагирования. Сейчас правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия и узнать, почему семья не встала на миграционный учет. Если бы они подали документы в установленном порядке, им бы предоставили места в детском саду. Если вина родителей будет доказана, им грозит лишение свободы до 2 лет. Юлюза Хамидуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.